О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Крупный пожар в офисном здании в центре Якутска. Есть погибшие. Сколько всего человек пострадали и что известно о причинах возгорания. На улицах столицы скользко, приняты противогололедные меры. Работают бригады рабочих, дворники и техника. Баталии роботов в Якутске завершились открытые городские соревнования по робототехнике. В каких дисциплинах сражались юные конструкторы? Совсем скоро столица Южной Якутии отметит свой день рождения. Сколько лет исполняется Нерюнгри и какие мероприятия планируют? Мозаика, созданная руками якутских библиотекарей, установлен новый рекорд по количеству людей, занятых в создании картины. Один человек погиб при крупном пожаре на проспекте Ленина 3/1 в Якутске. На данный момент пожар ликвидирован. На тушение привлекли около 60 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены 52 человека с помощью автолестницы. Из них переданы в карету скорой помощи 8, эвакуировано 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался от отравления едким дымом. Трое находятся в тяжелом состоянии. В результате происшествия огнем повреждено 180 квадратных метров. На месте работает дознаватель МЧС России, специалисты пожарной лаборатории. Виновник пожара и ущерб устанавливаются. Предположительная причина – нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на 4-м этаже. Прокуратура столицы организовала проверку. В отделении реанимации госпитализировано 3 пострадавших. Из всех пациентов по отравлению продуктами горения тяжелой степени. Все пострадавшие находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. И в ожоговый центр доставлен пострадавший термоингаляционной травмы средней степени тяжести. Здесь необходимый объем медицинской помощи оказывается в полном объеме. С 1 ноября вступает в силу ряд важных законов. Они касаются различных сфер. Александр Хавренко собрал воедино некоторые из них. С 1 ноября бывшие шахтеры и другие работники угольной промышленности, а также пилоты гражданской авиации получат прибавку к пенсии. Правда, получат ее только те, кто обратился за доплатой с 1 июля по 1 октября 2023 года. Размер доплаты определяется продолжительностью стажа – 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, размером заработной платы в тот период и суммой страховки, перечисленной от предприятия. Летчики получат примерно 20 тысяч рублей, а шахтеры – около 4 тысяч рублей. Также повысятся пенсии и жителям Крайнего Севера, работавшим в этой зоне более 15 лет. Пересчет выплат произведут с учетом коэффициента и стажа – 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Также пенсии вырастут с 1 ноября у тех, кому в этом октябре исполняется 80 лет, или же у тех, кто оформил инвалидность первой группы. При этом получить 2 прибавки за достижение 80 лет и за оформление инвалидности нельзя. Все остальные страховые пенсии в России будут повышены на 7,5% с 1 января 2024 года. Согласно указа президента Российской Федерации, с 1 ноября молодые российские семьи смогут оформить на льготных условиях под 2% годовых арктическую ипотеку. Воспользоваться программой можно в Красноярском крае, Карелии, Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке, в Мурманской области, а также в северных районах Якутии и Архангельской области. Арктические условия по ипотеке будут доступны для покупки недвижимости, расположенной на суше арктической зоны Российской Федерации. Воспользоваться предложением смогут супруги возрастом до 35 лет включительно, семьи с детьми и одинокие родители. Кроме того, воспользоваться арктической ипотекой смогут медработники и учителя, проработавшие в Арктике более 5 лет, а также специалисты приоритетных отраслей развития. Кстати, спецам для этого обязательно иметь действующий контракт на постоянную работу в одном из северных регионов. С первого дня ноября в России появятся обязательные условия к оснащению машин системой АБС – антиблокировочного торможения. После этого на российских заводах нельзя будет выпускать автомобили, не оснащенные этой системой. Если кто-то вдруг планирует новогодние каникулы в экзотической стране, то для вас хорошая новость. С 1 ноября без оформления визы можно будет отправиться на Ямайку. Срок безвизового пребывания на острове в Карибском море составит для граждан России 90 дней для отдыха или культурного обмена.
1 ноября начинается последний месяц в году, когда предприниматели смогут оплатить налог на сверхприбыль по льготной ставке. Это касается как российских бизнесменов, так и иностранных компаний с представительством в России. Ставка налога до 30 ноября будет всего 5% против 10% в обычное время. Некоторым категориям граждан станет проще оформить процедуру внесудебного банкротства. Льгота касается женщин в декрете и пенсионеров. Для ее получения нужно будет подтвердить, что пособие на детей и пенсия – основной источник дохода. Размер долга, который можно будет списать таким образом, вырастает с 25 тысяч до 1 миллиона против 50 тысяч и полумиллиона рублей раньше. Оформить личное банкротство можно будет в МФЦ бесплатно. Списание задолженности произойдет в течение полугода. Идем далее. На улицах столицы стало скользко. Применяют противогололедные меры. Подрядчики территориальных органов управления приступили к работе раньше, чтобы быть готовыми к резкому понижению температуры. Для безопасного проезда машин и движения пешеходов дорожные службы заняты отсыпкой речным песком не только дорог, улиц, тротуаров, но и дворовых территорий. О мерах против гололеда узнавала моя коллега Даяна Федорова. В борьбе со стихией используются различные виды техники, в том числе пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы и малые уборочные единицы. Также к работе задействованы порядка 40 рабочих. Отметим, что их количество планируют увеличивать в зависимости от погодных условий. На сегодняшний день у нас проводятся работы подрядчиками территориальных органов управления по уборке тротуаров от снега, а также антигололедные мероприятия. Также работают щетки, бобкеты с щетками. И работает малоуборочная техника, так называемые подметальные машины. Их вы можете увидеть уже на улицах города Якутска, на тротуарах. Антигололедные мероприятия у нас мы проводим посредством подсыпки песка речного. В прошлом году для обработки дорог и тротуаров использовали щебенку. Сейчас же коммунальщики перешли на речной песок. Однако от щебенки отказались не полностью. Ее решили продолжить использовать на самых опасных участках, требующих особого внимания. Например, на круговых развязках и перекрестках. Также щебенка используется на тех участках, где наблюдается высокая концентрация дорожно-транспортных происшествий. Зимний период вообще начался у нас с 15 октября, но, естественно, мы ориентируемся на погоду, на снегопады, как у нас скачет температура, поэтому мы начали в этом году чуть пораньше, потому что у нас пораньше начались перепады температуры большие, днем, скажем так, плюс, ночью минус, поэтому начали раньше антигололедные мероприятия. Сейчас на пешеходных переходах и автобусных остановках, там, где требуется внимание, мы сыпем песок. А также у нас во внимание идут такие участки под антигололедные мероприятия, которые попадают под концентрацию ДТП. То есть мы на них тоже усиленно проводим антигололедные мероприятия. Противогололедные мероприятия проводятся и на внутридворовых территориях. Управляющие компании продолжают заниматься посыпкой песка на наиболее скользкие участки и уборкой снега. Так, например, с улиц Октябрьского округа ежедневно вывозится около 600 кубов снега с уличной дорожной сети. Специальная техника выходит на уборку улиц и подсыпку песка в плановом режиме. Сейчас убираем снег, после чего загружаем погрузчиков и на самосвал. После чего это все отправляется на полигон. В день где-то у нас выходит 1-1,5-2 машины. Выгружаем со всех улиц Октябрьского округа. Также после того, как вывезен весь снег, проводим антигололедные мероприятия. Начинаем в 5 утра, и получается, техника с самого утра начинает работать, и антигололедные мероприятия проводятся у нас до 5 вечера, так как улиц много. Работы по зимнему содержанию улично-дорожных сетей города ведется ежедневно. На сегодняшний день отсыпано более 600 кубов речного песка. На круговых развязках более 50 кубов отсева щебня. Кроме того, на полигон складирования снега вывезено порядка 4000 кубов. Важно отметить, что перечень работ определяется на основе погодных условий и метеопрогноза. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В последнее воскресенье октября в России отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. История праздника начинается с указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года. В преддверии знаменательной даты сотрудники ГИБДД поздравили с наступающим праздником водителей. Стражи порядка на дорогах не просто проверяли документы, а еще дарили водителям подарки и желали безопасной езды. Также напомнили о правилах поведения на дорогах.
С нашими партнерами наше радио, радиодача проводим мероприятия, приуроченные ко Дню автомобилиста. Ну и, соответственно, сегодня мы уже будем не проверять документы, а уже поздравлять водителей с наступающим праздником. На протяжении всей этой недели радиостанция «Наше радио» проводит поздравления, проводит поздравительный марафон в честь Дня автомобилистов. В эти выходные в самом Северном цирке пройдет уникальный эксклюзивный вечер, посвященный 50-летию творчества руководителя государственного цирка Якутии Сергея Расторгуева с участием приглашенных звезд из цирков 3 стран, а также города Москвы. Юбилейному вечеру посвятили круглый стол на тему «Якутский цирк в мировом измерении» с участием экспертов международного уровня. Рассмотрены актуальные вопросы развития циркового искусства как инновационного этнокультурного ресурса Севера и Арктики. Обсуждались и проблемные темы. Будут решаться будущее, что можно сделать. Например, самая приоритетная цель – построить в вторую очередь, достроить цирк, потому что никак не можем достроить цирк, чтобы он нормально был похож на все другие цирки, даже у нас в России. Ну и, конечно, развитие вообще коллектива. И наш цирк является все-таки национальным уникальным коллективом не только в России, но и в мировом пространстве. Глава республики Айсен Николаев стал почетным гостем на творческой встрече народного писателя Якутии Николая Лугинова, который был организован в честь его 75-летия в Ассоциации союзов писателей и издателей России в Москве. Поздравив деятеля культуры с юбилеем, он пожелал ему новых творческих успехов и отметил значимость произведений прозаика для отечественной и мировой литературы. В этот вечер в зале присутствовали родные и близкие Николая Алексеевича, деятели искусств из разных регионов страны, а также живущие в Москве якутяне, которые пришли отдать дань уважения таланту народного писателя Якутии. Николай Алексеевич – это именно, наверное, вы не будете спорить, тот писатель, который говорит с личностью, который говорит со временем. Я один из тех людей, которые любят читать его произведения, и про Чингисхана, вот эта его трилогия, которую он писал почти 10 лет, с 1997 по 2005 год, если не ошибаюсь. Потом вот сейчас то, что он пишет про Хунскую империю, Китайскую империю, про Лаозы. Это все очень интересно, крайне исторично и крайне современно. Николай Алексеевич – это, конечно, как личность, масштабная личность, сам. Не говоря уже о том, что как писатель, как философ, как мыслитель, он имеет огромное влияние на литературу российскую и мировую. Вот простой пример. Вот. Китайское общество Лао Цзи, Всемирное общество Лао Цзи, его сделало сопредседателем китайское Лао Цзи, Всемирное общество. То есть в этом плане он, конечно же, уникальный человек, поэтому мы гордимся, то, что у нас в республике такой писатель, такая личность живет, наш современник. А 6 ноября столица Южной Якутии отметит свой день рождения. Нерюнгри исполняется 48 лет. Как пройдет праздник в этом году, какие мероприятия ждут жителей и гостей, расскажет Иван Лазаренко. В преддверии празднования Дня города традиционно подводятся итоги социально-экономического развития за год прошедший. Ну и, конечно, строятся планы на год следующий. Год прошел отлично. Крепкий, считаю, такой год. Большое количество достижений. Это и открытие молодежного центра, реализация мероприятий очень крупных и в городском хозяйстве, и в строительстве, и дороги, и так далее, и тому подобное. Мы сейчас планово меняем остановочные павильоны, которые пришли уже в негодность, которые пришли уже просто в упадок. Мы меняем подходы к молодежи. То есть у нас открылся молодежный центр. Мы реализуем очень большое количество молодежных мероприятий. В следующем году мы начинаем реализацию строительства культурного парка. Потом у нас следующим этапом, я вам открою сегодня тайну, как вы просили, сейчас мы намечаем проектную документацию, делаем по строительству сквера участников СВО. Торжественные и развлекательные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства и Дня города, пройдут на различных площадках с 3 по 6 ноября. И каждый желающий сможет найти занятия на свой вкус. По всем учреждениям и города, и района будут и выставки,
и масштабные мероприятия. Наши горожане с удовольствием могут принять участие на выставках в городском музее, в городской централизованной библиотеке. Культурно-этнографический центр приготовил ряд мероприятий для первостроителей нашего города. В частности, в ДК Пушкина пройдет вечер, посвященный 15-летнему юбилею наших первостроителей. Это агитбригада «Комсомольский огонек». Приходите, будет достаточно интересно. И уже второй год подряд, а именно 6 ноября в городском парке планируется прекрасное мероприятие для всех семей. Так и называется «Семейный выходной». Приходите, проведем время весело. Каждый найдет участие и задание по своему возрасту в течение всего рабочего дня. Будем рады. История Нерюнгри богата и насыщена трудовыми подвигами, культурными мероприятиями и спортивными достижениями. И нерюнгринцам, безусловно, есть чем гордиться и к чему стремиться. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Счастливое событие в городе Томот. Там открыли уникальный парк отдыха. Открытие принесло много положительных эмоций для жителей и гостей города. А так, Томот станет еще привлекательнее благодаря новому месту для отдыха и развлечений. Подробности в сюжете. Сегодня в городе Томот состоялось открытие зоны отдыха «Укулан». Несмотря на погодные условия, жители города разделили радостное событие. Открытие парка сопровождалось концертной программой. Благодаря огромной территории, затрагивающей несколько гектаров земли, здесь размещено множество зон отдыха и развлечений. Город Томот славится своей неповторимой природой и прекрасными лесами. Мне очень понравился парк, очень большой. Также есть зона для детей, детская площадка. Я очень доволен, что в нашем городе такая появилась. Также большие домики для детей. Можно и как и взрослому, так и с маленькими детьми приходить, наслаждаться. Также большое сделали освещение озера. Очень красиво. Мостики сделали. Я очень доволен, что в нашем городе появился наконец-то такой замечательный парк. 86 миллионов. Плюс 3 миллиона администрация. Плюс администрация района 9 миллионов на подключение асфальта к этому Укулану, к нашему. Одна из главных особенностей парка – это большое количество зеленых зон. Деревья, цветы, аллеи создают атмосферу комфорта и уединения. Вы сможете прогуляться по специально оборудованным тропинкам, насладиться свежим воздухом и погрузиться в неповторимую атмосферу парковых прогулок. Мне нравится то, что тут открыли собачью площадку. Мне нравится парк, потому что тут все большое, горки тут. Мне круто. Для любителей адреналина и активного отдыха в парке создан скалодром, горки и карусели. Здесь каждый сможет испытать незабываемые эмоции и зарядиться позитивной энергией. Для малышей открыта специальная детская зона, где они смогут играть и наслаждаться безопасными развлечениями. Мы в июне месяце в городе Томот ввели парк природного характера, называется Томот. И сейчас в начале ноября, в конце октября вводим еще в парк Укулан. Огромное событие для Алданского района, а тем более для города Томота. Конечно же, отрадно, что жители города Томота очень активно выступают за благоустройство своей территории путем голосования во всероссийских конкурсах. Открытие парка отдыха принесли каждому новые радости и возможности для активного и приятного времяпрепровождения. Парк станет местом встреч для друзей и семейных выездов, где каждый найдет что-то по своему вкусу. Изначально КЖДЯ обратилась к нам с просьбой предоставить этот участок в аренду. Они хотят построить здесь музей промышленности. То есть на улице здесь будут стоять старые экспонаты, козловой кран. Ну и вот оно будет здесь проходить на достаточно большой территории. Мы верим, что открытие парка отдыха в городе Томот стало новым вехом в развитии нашего города, подарит ему дополнительное волшебство и преображение. Каждый житель города и гости нашего края присоединятся к нам и станут частью этого уникального проекта. Ринат Нахиев, Виолетта Сыроведник, Ирина Князева, Томот. Битва роботов. Более 60 учащихся из разных учебных заведений Якутска собрали своих роботов для городских соревнований. Данный старт объединил юных конструкторов и экспертов в области программирования для формирования профессиональной среды инженеров будущего. Тему продолжит Марферина Алексеева.
Каждый год юные инженеры и проектировщики открывают сезон соревнований робототехники зрелищными состязаниями на турнире роботов. Речь идет не просто о битве, это робосумо, которое ценит за особые качества, за простоту и возможность проявить интеллект в стратегии. Соревнования проходят на круглом помосте диаметром всего в 100 сантиметров, по периметру которого нарисована белая линия шириной 5 сантиметров. Робот, пересекший эту границу, считается проигравшим. Они должны быть не больше 25 сантиметров в высоту, ширину, длину, да, и не весить не больше 1,5 килограмм. Ну, соответственно, у нас победитель, если вы посмотрите, да, он очень большого робота сделал, но он полностью проходит по всем требованиям данных соревнований. Но при этом в финале, если вы видели, Максим Перевалов мог его победить, да, там хитростью и по-другому, да, убежать от него, либо наоборот, да, вот видите, вот опять победил, да. Преимущество, вот, и сейчас могу продемонстрировать, как-то, давай с тобой сразимся сейчас. Да, раз, два, три. У меня, вот, смотрите, у меня тут крутится, хоть и 5 колес, но он, не надо, крутится хоть и 5 колес, но они очень хорошо работают. Вот мой робот хоть и легкий, чем его, но он может хорошо сопротивляться весу. Так играючи ребята знакомятся с основами инженерного дела, учатся проектировать и программировать, а также создают уникальные решения с помощью деталей конструктора. Состязания направлены на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий. К слову, Олимпиады по робототехнике входят в утвержденный Министерством науки список соревнований, победители которых получают льготы при поступлении в профильные вузы. Для того, чтобы у государства был кадровый резерв именно в инженерном направлении, то есть чтобы у государства были инженеры, которые могут продвигать наше государство, создавать новые вещи, там, технику, устройства и так далее. Ребенок, который он научился программировать, он научился мехатронике, то, что они написали алгоритм, они видят практически, как это работает. То есть они дополняют свой алгоритм механизмом. За зрелищностью соревнований стоит длительная исследовательская и кропотливая практическая работа. Для многих ребят робот, собранный из базовых элементов, является первым серьезным устройством. И тестирование в бою и гонке помогает выявить недостатки и работать над усовершенствованием функций. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. «Раскрывая сердца» – это уникальный концерт, где выступают участники коллектива всероссийских обществ людей с ограниченными возможностями здоровья. На сцене культурного центра «Сергелякские огни» они вместе со звездами якутской эстрады показали свои таланты. Зрителям представили широкий спектр выступлений. Туда входят и жестовое пение, танцы, световое шоу и многое другое. Это уже второй концерт, реализуемый в Якутске, благодаря инициативе волонтеров проекта «Обнимаю сердце». Сегодня у нас состоится инклюзивный творческий концерт, раскрывается, это который дает возможность всем нашим людям с ОВЗ вместе со звездами якутской эстрады осуществить свой вот этот настоящий творческий праздник. И для зрителей мы даем возможность раскрыть, что значит доброта. Мозаика, созданная руками якутских библиотекарей, установлен новый рекорд по количеству людей, занятых в создании картины. Сегодня в стенах смарт-библиотеки более 100 человек написали портрет одного из основоположников якутской литературы Николая Неустроева. Подробности в сюжете Марины Захарова. Мы выдаем вам сертификат об установлении рекорда книги рекордов Якутии. Называется она так: «Самое большое количество людей, принимающих участие в написании портрета в Якутии». В скором времени посетители смарт-библиотеки смогут увидеть работу, выполненную руками сотрудников библиотек со всей республики, которая попала в Книгу рекордов Якутии. Она станет центральным экспонатом будущего уголка, отведенного жизни, общественной деятельности и творчеству Николая Неустроева, одного из основоположников якутской литературы. Мы должны сделать уголок памяти, да, о писателе, о жизни. И хотим вот украсить этот уголок большим портретом. Потому что имя Неустроева не слишком известно широкому кругу людей. И с этой целью мы решили вот привлечь внимание к творчеству писателя, к самому писателю.
Первым шагом в создании портрета Николая Неустроева стало написание эскиза. Выполнила его одна из работниц смарт-библиотеки Кюней Борисова. Перед ней стояла задача создать что-то яркое, броское, поэтому выбор пал на стиль поп-арт. На его основе мы получили картину-мозаику 2 на 2 метра, состоящую из 110 пронумерованных фрагментов. Очень долго думали вообще про процесс, потому что стояла задача нарисовать что-то большое, плюс задействовано больше 100 человек. Мы хотели сначала на стену, потом подумали, что этому будет сложно, да, это нужно наверх лезть. И пришли к тому, что нужно, чтобы у каждого был маленький холст. Выбирали долго материал, все-таки выбрали его, определились с размерами, и на каждый холст маленький, размером 20 на 20 сантиметров, мы нанесли действительно эскизы, контуры. Эти контуры были с цифрами, то есть каждый по циферке этой приходил, брал краску и по этому, ну, то есть это большой рисунок по номерам. Рекорды Якутия ставят не в первый и далеко не в последний раз. В 2011 году у нас был установлен первый рекорд по самому большому количеству хомусистов. В дальнейшем у нас были рекорды такие, как самая многочисленная осоха и самое многочисленное количество людей, участвующих в национальной одежде. Это были рекорды Гиннесса. Дальше у нас было несколько рекордов в России установлено. И в этом году мы задумались о чем, почему бы нам не зарегистрировать книгу рекордов Якутии. И мы начали заниматься регистрацией рекордов. Предыдущий рекорд у нас состоялся 17 сентября этого года в селе Бугуняхтах. Там состоялся рекорд по самому большому количеству людей, участвующих в жарке картофеля. Установка рекорда – лишь часть проекта, нацеленного на популяризацию творчества Николая Неустроева. В скором будущем нас ожидает комикс, написанный по мотивам жизни писателя, который сможет в современной, легкой форме познакомить новое поколение с теми, кто внес вклад в развитие Родины. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.